Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Россия всегда считалась одной из самых читающих стран мира, хотя в последнее время статистика говорит чуть-чуть об обратном, количество читающих снижается. Якутск в 2019 году хочет стать лидером по количеству прочитавших книги, и для этого, да, и прочитавших, и прочитанных, да. И в связи с этим был объявлен читательский марафон. Что это такое и сколько книг нужно прочитать, чтобы участвовать в этом марафоне. Об этом нам расскажет Мария Андреева, директор Центра централизованной библиотечной системы города Якутска. Мария, доброе утро. Доброе утро. Итак, кто может принять участие в читательском марафоне? Давайте я сперва вот так расскажу. У нас стартует проект, который называется «Якутск читает». Вот так, хэштег «Якутск читает», прямо вот так, да. И вообще для чего этот проект, да? В первую очередь, конечно, это мотивировать к чтению. И неважно, вот электронная это будет книга или традиционная, да, книга, она есть книга, чтение есть чтение. И не обязательно чтение в библиотеке, можно, да, главное чтение. Второе, это, конечно же, информирование или популяризация, так скажем, городских наших библиотек. Вот люблю всегда говорить, а вы знаете, что у нас в городе 17 муниципальных библиотек. Если вот даже Двагиси набрать, да, библиотека, там карта же выходит так, и прям от Табаги до Кангалас так 17 точечек таких будет, вот, да. И в-третьих, это такое вот создание некого информационного массива, ну, в интернете, вот именно у читающих людей, да. И в рамках этого проекта вот стартовал марафон. Вот сейчас мы, да, о нем поговорим. Вот что же такое марафон? Марафон вообще имеет, ну, дистанцию же, да, получается. И наш марафон будет длиться ровно 10 месяцев, то есть с февраля по ноябрь. И кто же в нем может принять участие? Да? В нем может принять участие любой человек, который умеет читать соответственно. А если это ребенок, то это можно сделать в рамках семейного чтения, в принципе, да. И поэтому, так как там суть в том, что нужно выкладывать через соцсети, то ребенок с родителями, мне кажется, очень даже будет интересно провести время. Да. В смысле выкладывать в соцсети? Вот, я про это, да, сейчас расскажу. Марафон имеет такое некое задание и особую свою информацию и маленький небольшой сайтик, который, в принципе, если в Гугле набрать «Якутск читает марафон», сразу выйдет этот сайтик. Заходим на этот сайтик, читаем информацию, заинтересовываемся, и такая кнопочка там есть «Принять участие или зарегистрироваться». Нажимаем, и там такая небольшая форма заявки, вообще такая минимальная. Она предназначена в основном для обратной связи. Заполнив эту форму, к вам приходит 20 заданий. Список из 20 интереснейших заданий. До того, как вы зарегистрируетесь, вы эти задания не найдете. Прочитайте «Войну и мир» заново, И например. ответьте на какой-то вопрос. Нет, наверное, они да? там не направлены на конкретные книги, абсолютно. Все задания разные, на них дается вот 10 месяцев. Да, да, конечно, есть. Прочитайте книгу, напишите о ней отзыв. И не написано, какую книгу, вы сами выбираете. Да? Прочитайте свою любимую детскую книгу, найдите. Да? Прослушайте аудиокнигу, посетите мероприятие в библиотеке. Я просто представляю, как бы я писал отзыв на книгу «Курочка Ряба», например. А почему бы и нет, кстати? А давайте. Да, вот я обязательно попробую. Хорошо. А все библиотеки участвуют вот в этом? Да, вот все наши 17 библиотек, и любой житель города, если ему интересно, если ему дополнительная информация нужна, он может прийти в любую библиотеку. И вот, допустим, вот живете на ДСК и даже не знаете, что у вас есть там маленькая, конечно, но очень замечательная библиотека, да? Приходите туда, и вам библиотекарь расскажет, покажет и, может, посоветует. А длительность марафона сколько? 10 месяцев. 10 месяцев, да? Да. А по итогам? Ага, по итогам будут выбраны самые активные. Может, сделаем какие-то номинации. Мы сейчас только начали, и мы будем мониторить. Там есть еще, знаете, такие задания, которые связаны с сезонностью. Поэтому нужно успевать. Допустим, сейчас потеплеет, и там прочитайте книгу на скамейке в парке. Что-то такое, да. И обязательно давать обратную связь через соцсети с хэштегом «Марафон Якутск читает», по которым мы будем отслеживать. И мы создали специальную страничку в Твиттере и в дневниках ЕКТ, где будем вот это все публиковать. Все результаты, все вот эти. А проект уникален или он где-то уже Уникален. реализовался? То есть это вот наша идея, Да. которая в Якутии... Да. А вот кто может проконсультировать, особенно тех, кто вот как бы думает, да, принять участие в марафоне, но сомневается, как Иван Петрович, да? Да. Во-первых, как я уже сказала, можно прийти в любую библиотеку. Во-вторых, вот на этом сайтике, да, который там внизу, есть контактные данные, с которыми можно связаться, по которым вас очень хорошо там проконсультируют. Спасибо большое, Мария. Просто интереснейше рассказали, даже вопросов почти не стало, все просто и доступно. Спасибо Давайте большое, удачи в регистрироваться, марафоне. будем читать. А сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. После рекламы здесь появится Гея Буртахова.
И Ну, а мы уходим и вернемся к вам после выходных. И надеюсь, что эти выходные принесут вам только тепло и радость. Всего вам самого доброго, удачи!